Мама разбудила в 5 часов утра и сказала, нас бомбят. У нас война. Ой. У нас там сейчас открытые боевые действия. У нас пострадали дома, люди погибли. Мы тогда с братом прятались. Я очень за него боялся. Самое страшное было уже на самой Житомирской трассе. Множество блокпостов, военные, взорванные танки, иногда даже трупы. Постоянно прятал, чтобы он на них не смотрел. Если вдруг выглядит эта ситуация, что вот вам уже сегодня негде спать, тогда у нас есть места, где можно переночевать, большие, на дожине под Варшавой до 3 дней. И еще есть варианты отелей до недели времени, то есть это зависит от ситуации. Ми з города Кропивницький. Ось приїхали буквально сьогодні, їхали сюди буквально сутки и ищем, где нам переночевать. В нашем городе сейчас не стреляют, но у нас постоянно сирены, а так как маленький ребенок, мы постоянно в подвале сидеть, это тяжело, и вот мы решили обезопасить ребенка и уехать. Мама, папа, дедушка, бабушка, сестры, все там остались. Вот мы только первые рискнули пока уехать, посмотрим, как мы здесь обоснуемся. И будем, может быть, даст Бог, их подтягивать. В Варшаву, это, наверное, просто очередя, но это нормально. А так, в принципе, все хорошо, нормально. Нас волонтеры встретили, провели, накормили, напоили, привезли сюда. Стараемся, чтобы на дворцу центральным в Варшаве... Мы стараемся, каб усе бежанцы, якія едуць з Украіны, як мага менш заставаліся на цэнтральным вакзале ў Варшаве. Jeżeli osoba jest głodna... Калі чалавек галодны, патрабуе медычнай дапамогі ў доглядзе дзіцяці, мы ўсё гэта забяспечваем тут, на вакзале. Калі патрэбны далейшы транспорт, месца заначаваць, мы таксама тут усё арганізоўваем і стараемся, каб падарожнікам як мага менш даводзілася заставацца на вакзале. Podróżujący musieli pozostać na dworcu. Grupa Centrum, czyli ta organizacja, która tutaj spina wszystkich, którzy pracują. З 28 лютага дзейнічае група «Цэнтр». Гэта арганізацыя, што звязвае ўсіх, хто тут працуе. З таго часу мы бачылі спачатку рост колькасці бежанцаў, а цяпер спад, прытым змяняецца структура патрэбаў. Людзі прыязджаюць з больш складанымі патрэбамі. Яны не маюць жытла, не ведаюць, што з імі будзе. Яны выехалі з меншым багажом, бо ўцяклі ўжо ў вельмі крызіснай сітуацыі. Такім чынам ёсць невялікія змены, але тое, што стала менш людзей, не значыць, што стала лягчэй. To trochę, ale to, że jest mniej ludzi, nie znaczy, że jest łatwiej. Валантарыёшы бяруся przede wszystkim... Валанцёры прыходзяць у асноўным праз знаёмых ды іхных знаёмых. Пачалося ўсё такім чынам. Некалькі чалавек пабачылі, што робіцца на вакзале і заснавалі групу «Цэнтр». Гэтыя людзі прывялі знаёмых, а тыя сваіх знаёмых, і дагэтуль мы тут. Усе ведаюць, што тут ёсць патрэба, таму многія звяртаюцца да нас наўпрост. Прыязджаюць на цэнтральны вакзал да выспы гарцараў, і гарцары рэгіструюць іх у якасці новых валанцёраў. Wyspy harcerzy i harcerze rejestrują ich jako nowych wolontariuszy. Держите. Для вас. Держите. Спасибо. Может, для тебя. Бутербродик, шинка, сыр, салатчик какой. Мы приехали из Николаевской области. Это 7 километров от Николаева, поселок Воскресенск. У нас там сейчас открытые боевые действия. У нас пострадали дома, люди погибли. Бои идут, но Николаев оборону держит. И мы очень надеемся, что он победит, и мы вернемся домой. Мы не хотим оставаться в чужой стране. Спасибо, конечно, что нас приютили и дали нам защиту, но хочется домой. Мы уехали 10 марта. У нас 7 числа был сильнейший обстрел. В доме в поселке пропал газ, пропал свет, то есть в доме стало холодно. И я поняла, что просто нужно детей увозить, потому что очень-очень опасно. И у нас как раз в этот день рядом поселок, погибло 2 детей. Мама попала в реанимацию. И поэтому
мы приняли решение, что нужно спасать детей. Мы приехали сначала в Одессу на вокзал. Там мы пробыли где-то 12 часов. Оттуда мы приехали во Львов. Ехали 14 часов в поезде. Со Львова мы на маршрутке пересекали границу, это еще 8 часов. Около 2 суток мы были в пункте помощи приграничном. Оттуда волонтеры нас привезли в Варшаву. Но, к сожалению, Польша уже переполнена, и мы сейчас двигаемся на Литву. Первые дни войны у нас была бомбежка. Мы разбили мост между Коблевом и Одессой. И тогда мы подумали, что надо спасать детей. Я уехала с невесткой, с дочкой, с внучкой, с правнучкой и с внуком. Дорога была очень тяжелая. Мы выехали с Одессы, была бомбежка затоки. Российские корабли бомбили затоку, нашу курортную зону. Мне 73 года, я инвалид 2 группы, и я волонтерю с первых дней прибытия сюда. 3 ночи мы ночевали в подвале, спускались по тревоге в подвал. Когда ребенок обнял меня и во сне начал кричать «мама, мамочка», и вот тогда мне стало страшно. Мы поднялись уже домой, и взрывы не прекращались. Когда истребитель пролетел прямо над домом, а потом с другой стороны пролетел еще один, я поняла, что это и с нашей стороны, и не с нашей стороны. Я приняла решение, что надо брать ребенка и уезжать. Сейчас мы живем в Отводске, это возле Варшавы. Просто ездим сюда, в Варшаву. Нет работы, у ребенка нет садика, у него закончилось детство. Я не знаю, когда это закончится, не знаю, когда мы сможем вернуться. Отец не в теробороне, он пенсионер уже в таком возрасте, что его не возьмут. Брат, муж, да, защищают дома, потому что мужу я звоню и спрашиваю, наш дом еще цел? Да, цел. В первый день войны мы не могли просто понять, что происходит, и поверить в то, что происходит. Мы выставили объявление насчет того, что сборку делаем, еды, одежды для людей. Мы ожидали, что будет 4-3 коробки помощи, а принесли просто, у меня вся квартира была завалена. Люди приносили все, дети приносили игрушки, одежду, люди приносили еду. Мы поехали на медику, все отвезли. А то, что осталось, на следующий день услышали, что здесь на Заходнем тоже люди нуждаются. Мы приехали, здесь стало пару волонтеров, и вот мы вместе все начали это организовывать, начиная с просто бутербродов и с кофе. Такое было начало, 2-й день войны. У нас фронт помощи Украине 127 людей. Есть координаторы, которые уже постоянные, которые занимаются грузами на Украину, некоторые координацией одежды, контактами с западными странами. Со временем начали подключаться уже организации тоже волонтерские, которые нон-профит организации. Сейчас нам, например, здесь с охоты делают постоянно доставы бутербродов. Подключились также рестораны, кеттеринги, которые начали постоянно уже подвозить еду. Оно отвалилось, понесло вот с этой стороны. Сейчас вот так вот сбоку, там подвесики есть. Посмотри, как много мы сможем сделать вместе. Что больше подходит друг другу, чем холод и тьма? Мы заставим детей поверить в нас. Подарим им мир, в котором все будет, конечно, черным. Есть люди очень добрые, которые знают, что к нам приезжают люди, и они просто говорят: Танюш, поехали в магазин. И они нам уже покупают все, что надо. Тут уже все есть. И мороженка детям, и мяско. Есть фонды помощи украинцам, и они нам предоставляют прям целыми такими пакетами все, что надо. И порошки, и зубные щетки. Все необходимое для деток. Шампуни, кремы. Не, это не наш дом.
Мы этот дом снимаем больше года. И вот как мы приехали, и с этого момента с нами постоянно кто-то живет. То есть мы постоянно помогаем людям найти себя, найти жилье. А так как сейчас война началась, то тем более. 12 лет, как я жила в Беларуси. Я очень любила Беларусь. Там прошли основные года моей жизни. Там я родила детей, там я вышла замуж. И все, это все ушло, скажем так, ну именно как дом. Это все просто сразу же потерялось в один день. Янчевский, ты сыкло. Ты полное сыкло. И те, которые сегодня подчиняются Янчевскому, и те, которые сегодня прижимают эти компании, и те, которые пытаются нас, айтишников, сделать сегодня рабами и несвободными людьми. Вы видели вот это? Вы видели вот это? Пару дней назад я получил звонок из администрации парка. Понятное дело, кто дал эти распоряжения. Понятное дело, кто стоит во главе парка. Это Янчевский Всеволод. Я получил звонок с требованием проведения разъяснительной беседы среди моих сотрудников о недопущении их участия в митингах против действующего правительства. Получается, мы не можем вернуться в Беларусь, мы не можем вернуться домой, потому что муж записал видео, которое считается на сегодняшний день экстремистским. И если мы вернемся, то я останусь без мужа. И дай Бог, чтобы и дети остались со мной. Наша история началась 10 августа 2020 года, когда мы выехали из Беларуси в Украину. Мы выехали с детьми, с двумя, а потом мне пришлось ехать на границу, забирать остальных детей, уже переходить границу пешком. Мы же забрали еще 3 детей. Жили в Украине полгода, и через полгода мы уже приехали в Польшу. Я сама львовянка, мне мама написала в Вайбер, что Таня, доброе утро, но у нас оно не доброе. Муж поехал на границу, и там уже началась другая история. Там мы уже находили людей, которые искали, даже просто вот помощь людям машины, довести куда-то, привезти куда-то. Ночевали у нас люди. Одна мамочка была, у которой было 10 детей. Она просто шла и говорила, я не знаю, что со мной будет. Я просто помолилась Богу, говорю, Господи, кого пошлешь, и спасибо. Меня мама разбудила в 5 часов утра, сказала, что просыпайся, нужна твоя помощь. Я сказала, нас бомбят. И начали вещи собирать, и в тот же день мы выехали, 24 февраля. Выезжали на машине, моя мама, мой брат, кошка, и мы поехали в Винницу. За 3 дня мы проехали 4 страны. На границе с Молдовой мы стояли 22 часа. Это считается еще так очень быстро. Потом через Румынию, Венгрию и Словакию. Где-то получилось, в общем, 4 дня. Сразу такая атмосфера такая напряженная стала. Ты смотришь за окно, а люди, они все побежали бегом в магазины, быстро скупляться. Еда, даже если дома есть, все равно нужно еще воды, еды побольше. Сразу такой ажиотаж пошел. Некоторые вскочили в машины и поехали. А мы понимаем, что даже если мы сейчас выедем, мы просто будем стоять. Это еще опаснее будет. Если сейчас начнут по дорогам бомбить или какая-то перестрелка, нас просто по дороге застрелят. Если мы будем стоять в пробке, мы будем просто ни туда и ни сюда. Поэтому мы первый день просто сидели. Сидели, нас, конечно, трусило, приготовила все вещи, все такое самое необходимое, но ты все равно все с собой не возьмешь. И мы выехали в 5 часов вечера, на второй день войны мы выехали. В нашем доме на сегодняшний день, да, проживает 24 человека и кошечка, беженка с Киева. Он ни разу не мяукнул, без переноски ехал, кстати. У нас в ногах спал, на ручках, да, на коленках спал. А сейчас мой отец находится в городе Мукачево. И он там записан в военкомат, проходит обучение. Вернулся тоже вот с Башкирии, сразу вылетел в Венгрию и оттуда добрался в Украину. Когда мы уже встаем, уже почти все детки встали. То есть я своих отправляю в школу, а тут родители идут с детьми куда-то гулять или садятся кушать. Все вместе мы моем, мы стараемся вместе убирать. Каждый чувствует себя как дома и уже старается, вот как ты себя дома ведешь, вот так и тут. Мы уже как семья, я не знаю, я честно вам скажу, когда кто-то уже уезжает, мне уже такая тоска.
Привыкаешь к людям. Мама во Львове шьет балаклавы, маски. Также при церкви она принимает беженцев с разных частей Украины. Стирает, моет. Она сказала, я буду до последнего, я буду помогать. Все, что от меня зависит, я буду делать здесь. Ну, мое сердце как дочери, конечно, я хочу, чтобы мама приехала ко мне, но бабушка у меня, и она не оставит свою маму. Я маме позвонила и сказала, мам, я готова ко всему. Но я говорю, не готова тебя потерять. Давайте будем спецназом. Да. Мы точно вместе, мы точно. Да, я спецназ. Я тоже. Я тоже. Ну, на самом деле у меня здесь лежит вода, доширак, которую любит мой ребенок, продукты, а-ля консервы, которые я тоже по пути купила, и обувь детская. В принципе, все. И еще немного вещей. Да, мы еще захватили оружие секретное. Тайсон зовут. Зашаталась кровать, зашатался дом. И включились автомобильные сирены вокруг. Поэтому я собрала детей, посадила их в машину, забросила в эту же машину все, что попалось мне под руку, и поехала. И в 5 часов утра из Киева мы направились под Киев в загородный дом, где живут мои родители. Убегали мы по полю, мимо танков, периодически взорванных. Мы тогда с братом прятались. Я очень за него боялся. Самое страшное было уже на самой Житомирской трассе. Множество блокпостов, военные, взорванные танки, иногда даже трупы. Постоянно прятал, чтобы он на них не смотрел. Вертолеты, самолеты, они буквально падали на околицах села, и перед тем, как они упали, начиналась канонада. Мы не знали, чей самолет сбивает, мы не знали, кто стреляет. Каждый раз, когда стреляли, мы прятались в погреб. Дети уже настолько привыкли, что даже в 3 часа ночи они срывались и сами бежали в погреб, собака тоже за ними. После этого ситуация еще ухудшилась. Нас окружили со всех сторон. Когда уже пролетел осколок мимо носа, я приняла решение уезжать. В последний момент мы разорвали мамину скатерть, прицепили ее на зеркала, эти тряпки на зеркала, и поехали. Везде перевернуты танки, я не разбираюсь, чьи, они все сгоревшие, лежат накрытые куски тел. И когда мы увидели первый КП, наш украинский, я, честно говоря, готова была расплакаться. Мои родители по-прежнему в селе под Киевской областью. Сегодня оказалось, что село уже захватили русские войска. Сказали всем повесить на воротах, кто живет в домах, белые тряпки, и всем ходить с белыми повязками на руках. И мама утром сказала, что у них на дороге, недалеко от дома, лежит труп молодого мужчины в штатском. Школа з жонкою, відомо. Ось. І атрымалася так, чаму мы дапамаглі украінцам. Таму што мы самі траплялі ў гэтай сітуацыі. Мы даўно з Беларусі, калі нас выганялі адтуль, мы прайшлі гэтую ситуацию, когда приезжаешь в іншую краіну, там ничего не ведаешь. Врэшце я, калі ехал в автомобиле, я пошел по радио, то КФМ, что сказали, что вельмі потрібны перакладчики. Я взял сына, ему 14 год, але он высокий, такі, калі маску апране, что он сыць для дарослага. Яго ў машину закинул и поехали ў 6 гадзін вечера. Адразу мне камізэльку эту жоўтую далі, что я там нейкі там волонтер. Тут прошла пані Ірына, я не ведаю яе, она была собачкой и якраз побачила, что я там людей скіроўваю туды-сюды, запыталася, что а як то знайсці, дзе жыллё. И я так поглядел, что с собачкой, что я вели на какой-нибудь лагерь поехать. С собакой это жахи. У нас тут просто вещи вот, висят в шкафу. Наши подушки, одеяла, наши очень сладкие матрасики. Потому что после сна в погребе, честно говоря, я впервые начала высыпаться буквально пару дней, как я на самом деле высыпаюсь. А сегодня я даже не проснулась в 4 утра. Для меня это феноменально. Потому что уже привычка в 4-5 утра бомбежка, ты просыпаешься. На сегодня я проснулась в 8:15 и была просто в шоке. Ведаеце, калі падыходзіш до людей, яны абсолютно в іншай краіне, яны ў шоку.
І коли звертаєшся по-українську, і вони так одразу, вау, їх так онемение, такое напруга спадає. В Варшаве действительно очень красиво. Это современный, развивающийся город с множеством дорог, очень хороших дорог. Лучше, чем в Украине. Но все-таки я скучаю за своей родиной и очень хотел бы в скором времени вернуться. Мне тяжело эмоционально принять решение осесть. Мне проще ехать куда-то или что-то делать постоянно. Потому что если я вдруг осяду хоть немножко, вроде бы как я сдамся, откажусь от борьбы, откажусь от своей страны, от своего дома, от своего бизнеса, от своих родителей. Вот какие-то у меня сейчас такие чувства, с которыми я не могу дать себе рады. Но мы в любом случае будем двигаться дальше, куда-то ехать в другую страну, потому что сейчас Польша, она очень переполнена. Два государства отдельных, и вот именно настала беда для Украины, и Польша, она проявила как настоящий друг себя. Мне очень жалко матерей наших, но мне жалко и тех матерей, которые то же самое теряют детей. Я, наверное, бы не им говорила, а говорила этому, я не знаю, как его даже назвать, президенту, который, его клянут сотни матерей, тысячи матерей. Грустно видеть, как твою родную страну уничтожают просто. Родной Киев, где ты вырос, людей, сколько детей уже погибло. Очень много было и мыслей, ненависти, всего остального. Этим людям я бы ничего не хотела говорить. Они настолько потерянные, что такое себе позволяют. Мне их не понять, я не хочу их понимать.